И в продолжении темы вооруженных конфликтов, на этот раз с экономической выгодой. Цена на нефть пошла на снижение. Баррель нефти сегодня стоит $64. Рынок на этой неделе штормило после взрывов на НПЗ в Саудовской Аравии. Власти страны показали 4 ракеты, выпущенные, по их словам, Ираном в месторождение Хурейс. Напомню, атака была совершена в прошлую субботу. Ответственность за нее взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Против них воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Наш обозреватель Жанна Алпызбаева разбиралась, грозит ли миру новая война и как это повлияет на Казахстан. Прямо сейчас ее авторская рубрика «На высшем уровне». Жанна, для начала интересно понять, как сегодня реагирует Иран на обвинения. Тегеран продолжает отрицать свою причастность к пуску беспилотных ракет, однако Вашингтон считает по-другому. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена и обвинил в ней Иран. Военные США обнаружили, что незадолго до атаки на военных базах на юго-западе Ирана была зафиксирована необычная активность. В Вашингтоне говорят, беспилотники могли быть запущены в Иране, а затем облетели Персидский залив с севера, зайдя на некоторое время в воздушное пространство Ирака. Соединенным Штатам вторит и Саудовская Аравия. А на вопрос, почему американские ПВО не отразили эти удары, он ответил так. Системы противовоздушной обороны по всему миру всегда работают с переменным успехом. Даже некоторые наилучшие в мире образцы не всегда останавливают угрозу. Мы стремимся использовать инфраструктуру и ресурсы таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными, чем, судя по всему, было данное. Иран, в свою очередь, собирается принять ответные меры в случае любых действий США против страны и не только. Об этом говорится в ноте, которую Тегеран направил Вашингтону. Документ был передан через посольство Швейцарии в Тегеране. Тем временем саудовский министр энергетики объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину. Напомню, Эр-Рияд – главный экспортер и один из крупнейших производителей нефти на планете. Саудовская Аравия поставляет в Соединенные Штаты, в Китай, торгует со многими странами Юго-Восточной Азии. Но я не думаю, что это каким-то образом повлияет на исполнение их обязательств. Как я говорил, у них достаточно большие коммерческие резервы. Они спокойно за счет этих резервов могут перекрыть. Тенге в настоящее время не зависит от нефти, он больше зависит от исполнения бюджета. Поэтому я думаю, что там влияние какое-то на тенге, оно будет мало каким-то заметным, так скажем. Да. Не таким, как хотелось бы. После атаки на нефтяные объекты Сауди Арамко страна сократила добычу более чем вдвое, с почти 10 миллионов баррелей в сутки до 6. На этой неделе цена за баррель нефти Brent выросла на 20%, составив $72 за бочку. Такого резкого скачка на лондонской бирже не было с 1988 года, говорят эксперты. В Казахстане же пока речи об увеличении экспорта черного золота нет. Эта ситуация даст положительный эффект в том, что экспортная цена, мировая цена нефти выросла, и, естественно, доходы нефтяников тоже увеличатся. А какие-то сейчас отдельные специальные планы именно в этот момент увеличить добычу нефти или экспорт, таких планов нет. Все идет по тем планам объема добычи, которые у нас закреплены. Тем временем международные эксперты заявляют, если на Ближнем Востоке развернутся военные действия, то цена на нефть подскочит до $100. А это грозит глобальным финансовым кризисом. Но Саудовской Аравии заявляют, они успеют в ближайшее время стабилизировать ситуацию. А это значит, что нынешняя стоимость черного золота упадет на 8%. Однако пока ситуация остается нестабильной. Йеменская группировка Ансар Аллах пригрозила новыми атаками. Боевики требуют прекратить агрессию против Йемена и предупреждают, у них достаточно вооружения, чтобы вновь атаковать объекты. С помощью одного только удара мы нанесем серьезный урон Саудовской Аравии. Наши вооруженные силы могут в течение недели приступить к новым действиям. Мы наблюдаем за десятками объектов, в том числе и в Абу-Даби. Пользуясь случаем, президент Российской Федерации Владимир Путин хочет продать Саудовской Аравии зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы предоставить соответствующую помощь Саудовской Аравии. А политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф». Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии. Позже стало известно, что Саудовская Аравия произвела атаку на 4 военных объекта в Йемене, принадлежащих хуситам. Цель – остановить дальнейшую агрессию с их стороны. Ну и в завершении стоит отметить, что, несмотря на надежды нефтяных экспортеров, экономическая выгода приведет к эскалации на Ближнем Востоке. Ну а у меня на этом все. Руслан.
Жанна, спасибо за обзор. Я напомню, это была авторская рубрика Жанны Алпызбаевой.